Второй день первенства СК ФО по дзюдо среди юношей и девушек начался с жарких противостояний представителей различных республик Северного Кавказа. Яркое представление на татами устроили ингушский дзюдоист Азраил Магушков и борец из Дагестана. Уступать никто не хотел. Время схватки перевалило за 5 минут. Счет 0-0 держался до последней минуты. Однако в конце Азраил нашел в себе силы и совершил решающий бросок – иппон. Про турнир хочу сказать, у меня только положительные эмоции, потому что такой шикарный зал, можно сказать. Уже 2 схватки отборолся, иду дальше. Что можешь сказать про последнюю схватку, которую ты боролся? За счет чего удалось победить? Вообще, как она прошла? Ну, за счет характера в первую очередь, потому что уже не было сил, потому что минут 5 боролись, и это 5 минут – это нормальное время для схватки. Было тяжело, но благодаря выносливости, характеру получилось бросить соперника и пройти дальше. На первенство съехались больше 500 спортсменов со всего СК ФО, лучшие представители своих регионов. Наша республика выставила больше 20 юношей. По итогу 2 дней соревнования ингушские дзюдоисты показывают себя хорошо. Наши спортсмены очень хорошо, достойно выступили. У нас в активе 1 первое место, 1 второе место, 2 третьих и 2 пятых. Это говорит о том, что ребята хорошо выступили. 6 путевок на финал России, который должен пройти в ноябре в городе Туле. Следят за схватками опытные судьи всероссийской категории. Также все 3 татами оснащены видеофиксацией. Приходится прибегать к повторному просмотру видео. И это, наверное, мы решаем, определяем справедливо, кто победил в данной встрече. Волю к победе проявил и представитель Кабардино-Балкарии Ахмед Бичоев. Дзюдоист одержал 2-ю победу. Юноша планомерно идет к своей цели – чемпионству. Я ждал это, пока он залезет и через грудь сделаю. В общем, очень хороший турнир. Я это ждал вообще. Я хочу это выиграть. Я хочу этот турнир выиграть. Первенство СК-ФО. До 15 лет я выиграл. Сейчас хочу до 18 лет выиграть. Помимо юношей, схватки проходят и среди девушек. Прекрасная половина выполняет броски не хуже парней. По завершении 3 соревновательных дней победителей и призеров наградят медалями и грамотами. Юноши и девушки, занявшие с 1 по 6 место, смогут участвовать на первенстве страны в составе сборной СК ФО. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.